и актеров, которым посвящен памятник о революционном проезде города Ярославля, открытый в 2010 году. Рыбный фильм «Школа номер 23». Это фильм Афоня, и актеров звали Леонид Куравлев и Евгений Леонов. Это абсолютно верный ответ, и тоже, по-видимому, заслуживает ордена. А мы переходим к эпилогу. Что в колбасно-гастрономических магазинах Григория Липкина предлагалось в качестве бонуса человеку, купившему товару, хоть и не единовременно, на 5 рублей? Лусков Валерий, гимназия номер 3, Ярославль. Предлагался билет в его кинотеатр. Как назывался кинотеатр? «Волшебные грезы». Абсолютно правильный ответ, и это тоже медаль. Стрелецкое войско из ворот именно этого памятника архитектуры выезжает выбивать крымского хана с изюмского шляха. Что это за памятник? Маркозова Мария, гимназия Ростов. Это мой ростовский Кремль. Ну уж раз он ваш, тогда назовите, как называются ворота, откуда они выезжают. Измайловский. Значит, он не совсем ваш. Здравствуйте, уважаемая Ряба. Я полностью согласен с высказыванием Блока. Действительно, художник обязан именно показывать прежде всего красоту окружающего мира и картину общества. В случае, когда он это доказывает, вообще теряется смысл искусства, ведь в нем у каждого своя правда и свое видение мира. Не стоит забывать, что и в кино тоже есть художники. Мы знаем, что кино — это синтез театра, изобразительного искусства, литературы и музыки, и поэтому очень важно, чтобы они органично друг с другом сочетались. Причем порой не важно, как снят фильм или как написана картина. Важно то, как воспримут ее зрители. Спасибо. В декабре 1914 года в столичных электротеатрах состоялась премьера фильма Григория Липкина «Стенька Разин». Почему она состоялась не в его собственном электротеатре «Волшебные грезы» в Ярославле? Потому что этого кинотеатра тогда еще не существовало. Да нет, он существовал. К сожалению, это неверный ответ. Вы проходите во второй этап со штрафным очком. А что думают наши теоретики?